с Дудаева. Это он учился у нас в Тамбовской области, в Тамбове учился, в военном училище. По отзывам его однокурсников, великолепный друг, настоящий мужчина, настоящий друг. Вот. То, что он из репрессированного народа дослужился до генерала при советской власти, это говорит о многом. Ну и говорят, что он был великий летчик и великий командир. Поэтому он не мог по роду, он как дворянин, вот, он не мог совершать неблаговидных поступков. Вот. И я слушал его выступления сейчас, они есть в интернете, заслушаешься, он предрекает то, что происходит сейчас и то, что будет дальше. Это один из достойнейших людей. То, что он воевал, а он и должен был воевать за свою страну. У нас Тухачевский газом потравил, первое применение газа против своего народа потравил лучших людей Тамбовской области. Это армия Антонова была такая. Она спряталась в лесах, и он с аэропланов газом их всех потравил. Поэтому в Тамбовской области в основном живут негодяи. Вот, потому что нормальных, достойных людей всех поубивали на тот момент. Вот. И ничего, все простили, все как будто этого не было. Вот. А взять эту Чечню, 44 год, 23 февраля, операция «Чечевица». Взяли и вывезли весь народ. За что? Про что они предатели? Да немцы, ни один немец не вступил на территорию Чечни. Там никогда их не было. Кого они могли предать? Раз. Второе. Те труднодоступные места, например, село Хайбах, 800 человек жителей. Пришли чекисты, посмотрели, тяжело оттуда людей доставлять, это слишком дорого. Загнали в амбар и всех сожгли. Это что? Нормально? И что, после этого любить своих соседей? За что? За что вот просто люди жили? А их дети воевали на тот момент с немцами, воевали за эту родину. Сейчас да, количество героев Советского Союза в Чечне войны больше, хотя им меньше давали и скрывали это больше. Брестскую крепость сейчас открыли все архивы, защищали в основном самые, те, кто не сдался, те, кто не сбежал, защищали ингуши и чечен. Это настоящие воины. Вот. Теперь давай вернемся дальше. Был такой негодяй Буданов, полковник Буданов, который выбирал, вот как раз вот, наверное, переделали его, ну, перефразировали, он напивался, то, что издевался над своими солдатами, это лас, но он молодых девчонок и насиловал их всех, вот Эльзу Кумгаеву, вот, изнасиловал и танками ее там в земле замуровал, вышел, осудили, дали ему 10 лет. И когда вышел он, и его застрелил чеченец, который не знает эту Эльзу Кумгаеву, он его застрелил, получил срок и умер в тюрьме. И когда его хоронили, 1 миллион человек больше пришло на его похороны. Я смотрел фильм, как даже Шелковской, вот станица, про которую вот указано вот в этом письме, с казачьей станицы шли мужчины с флагами, станица Шелковская, станица Буденовская, чтобы почтить его память. Шли до 20-30 километров пешком. Везде были выставлены вода, еда, чтобы люди в дороге, потому что машинам нельзя было подъехать. Невозможно такое скопление народа. Шли со всех Кавказских республик, чтобы почтить память в их понятии героя. И если я сожалею о том, что не было немецкого тейпа, если бы кто-то выкинул немецкий флаг и сказал, что немцы, пойдемте почтить память, я бы был среди этого коллектива. Так что вот так вот, Борь. Вот страшная статья меня до глубины души тронула. Это кто-то вбивает клинья. Будь они все, эти негодяи, кто написал эту статью, прокляты во веки веков. Пусть они горят синим пламенем. Все, братан, от души обнимаю.